Витаю вас, друзья! Шалом алейкум! Сегодня 24 февраля 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джохару, друзья. Сегодня ровно 3 года с момента широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию суверенной, независимой Украины. Стрим наш, как обычно, вещает на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, будьте осторожны, ваша безопасность в ваших руках. Что еще я должен вам сказать, как обычно? Ну, все остальные присоединяемся, работаем активно, распространяем правду, доводим до людей истину. Истину. Так, ну, вначале перед нашим стримом потери русских бандитов на территории Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1050 русских боевиков. За 3 года широкомасштабного вторжения фашистской России русские террористы потеряли 868 230 убитыми и ранеными бандитов, 9 танков. Итого их цифра 10 177 за 3 года. 6 боевых бронированных машин за прошедшие сутки. Итого 21 157 БТРов и бронированных машин. 44 артиллерийские системы за прошедшие сутки. Итого 23 626. 3 РСЗО. Итого 1299 РСЗО. 0, к сожалению, антиаэркрафт систем, но всего 1081 система. 370 самолетов, 0 за сутки. 331 вертолет, 0 за сутки. 26 645 БПЛА сбито за 3 года войны. За сутки 217. 3064 крылатых ракет сбито, 0 за сутки. Кораблей потоплено, катеров кораблей 28. Подводная лодка 1. 110 автомобильной техники и цистерн уничтожено за прошедшие сутки. И всего 38 444 техники, единиц техники. 0 спецтехники за прошедшие сутки. Итого их цифра остается вчерашней. 3757. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Я вас всех поздравляю с тем, что Мордор бит и будет бит. К сожалению, меня, наверное, Генеральный штаб Сбройных сил Украины пока не услышал, так как техника у русских заканчивается, и они уже пересели на ослов и лошадей. Поэтому нужно еще здесь гужевой транспорт добавить. Раздел гужевого транспорта. Ну, видимо, еще пока не так много уничтожено. Или же украинские военные, как настоящие гуманные люди, не убивают или пытаются не убивать гужевой транспорт. Поэтому пока тут нет. Может быть, в связи с гуманизмом не указали здесь гужевой транспорт. Хотя, конечно, немножко кощунственно то, что я говорю, когда указываются люди и так далее. Так, давайте героям слава, друзья, я вас всех приветствую. Ва алейк салам, Free Ичкерия, ва алейк салам, Орлан, да? Ассаламу алейкум, Боярым, Алга, Казахстан. Железный канцлер, ассаламу алейкум, аслан, Аллаху атту бойла дерес, ва алейкум ассалам, брат. Какой же ты все-таки враг народа, говорит Герат. Смотрите, Герат.
Смотрите. Помните, у нас был Герат, какой-то там воин был, Герат. Ну, они анонимы здесь, они тут разные пишут. Обычно все вот эти мусульманские, там, чеченские какие-то воинственные ники бывают у КГБшников и ГРУшников, которые здесь пользуются, ну, внедряются разных пацанов, девчонок разводят и так далее. И за это они меня все не любят, потому что, ну, я их разоблачаю. А они боятся слов правды больше, чем пуль. Еще с советских времен. Слово правды для них страшнее больше, чем пули. Потому что на пули они посылают вот это мясо, которое вот мы сейчас тут зачитывали, к сожалению, которое безмозглое, баранье это мясо. А когда говоришь правду, мы точечно называем их имена, фамилии и их методы. И это для них самое страшное. За это они меня особо не любят. Но, извините, ничем не могу помочь. К большому сожалению, я вынужден это делать, потому что вы, мой народ, уже задушили просто. И я вынужден, мы не можем закончиться только из-за вас. Не буду выражаться, потому что так хочется, иногда так хочется выразиться, да, сказать все, что я о вас думаю. Но меня потом постоянно ругают за это, да, поэтому продержусь немножко, да. Хотя мне уже 50 лет, в конце концов, когда я смогу выругаться как следует, да, весь свой лексикон выложу, короче говоря. Надоело, короче. Можно же хотя бы 5 минут не побыть чеченцем и высказать все, что я думаю, да. Так, Честер, ва алейкум ассалам, Машвовель, Честер Бошвол, Борз. Ассалам алейкум, брат. Одолжи 2700. 2700? А, тебе на наркотики нужно? Конечно, Неон. Приезжай, я тебе, короче, выделю деньги. Выделю. Вот у меня был хороший друг, хороший парень. Но вот он из-за наркотиков погиб, к сожалению, да. И поэтому я тебе советую, слезай с этого дела, слезай. 50 лет, 0 мозгов, говорит. Окей, ну, извините, российское образование, извините. Вы, будучи чеченцем, поддерживаете Израиль? Абсолютно верно. А вы считаете, я не должен это делать? Ну, давайте сейчас про Израиль мы сейчас не будем уходить. Это ваша любимая тема, переключать меня на Израиль. Мы о нем обязательно сегодня поговорим, потому что здесь у нас в Германии оболваненный русской пропагандой молодой человек либо пытался, либо его в темную использовали совершить акцию преступную против израильского посольства. Об этом и многом другом поговорим. Не должен, говорит Сайфулла Акрам. А почему это я не должен? Я должен быть кем? Я должен быть послушным рабом русской пропаганды, как ты, Сайфулла? Извините, мы русской пропагандой уже сыты по горло. Мы теперь уже отталкиваем эту русскую пропаганду. А ты саляфия. Да какая разница, саляфия Акрам ты или там какой-то там Иван ты Акрам ты. Какая разница? Ты аноним, служащий русне и русской пропаганде. Я тебе это ответственно заявляю. Ты служишь русне и русской пропаганде. Понимаешь? Саляфия, да, Иван. Хавари дау Иван. Хавари дау Иван. Да, хавари да Иван вацари. Кучуви асуна. Дамавахла. Забанит мовилайс. Разбанит велец. Разбанит вилаши. Хавари дау Ивану еврею шевегау. Да. Бич омаярил. Да, скучуян. Свек хамелда. Хо беш валари, хо ночи قومت валари, хо саг валари, дат, хо кучуви асвек ица язеш, хай قومن غدي أشخير شو غدا شيء قومن غدا نايت شو شيء قوم زيد نايو شو قيدري شو شيء قوم زيد يشليوش نايو شو
شو بيخم شو حيقلدوش أبرزوانيوش قد خاتسوش ده بخدي تسقنال بيقي حيقلدوش واغوش يقوشوا بلتات ديش عشا ديقسم شو ناخي لاري شو نوشي قومت بلبلش دلاري سون شو قزاقين غير در شو نوشي قومن غاسق شدوها قعيوكش دوخش سون جين غير در شو ناخيات شو بلتونيش هما يايات بلتونيش دات شو يوغي دات سلفي وستي هوني على КГБ وعو КГБ و 100%. Хихилищиоч, дать. Бич хума ярил. Ну, проехали, дать. Оставим бичей, проедем, дать. Так, ваша... Им очень не нравится, что мы разоблачаем их ложь. Им очень не нравится, что они не могут управлять чеченцами. Мы не даем. Мы, не я один, но нас много здесь. Мы не даем управлять чеченцами, как они хотят. Понимаете? И не дадим им управлять. И за это они просто кипят от злости. Они не смогли чеченцев мобилизовать сейчас в Израиль. Когда вот террористы из Хамас напали на евреев и убили людей. Безоружных женщин, детей все убили. Не получилось у них. И они считают, что я не мусульманин, который заступается за мусульман, а они, которые служат России. У них мозгов не хватает понять, что они служат Русне. Им вот так два волоса опустит человек, иншалла, машалла, давай, джаджакалла, фих, туда-сюда, и все, и он идет за ним. Все, это святой, он сказал. Это безграмотные, безмозглые просто люди, которые наш народ довели до этого состояния, в котором мы сейчас находимся. Им не нравится, видите ли, что вот сейчас тут мы их разоблачаем, а мы будем разоблачать этих мерзавцев и подонков. Бюхум шаш майорил, валла билаюшу, бюхумш, хек алдоч, цогнал би хек алдоч, гасқи пропаганд, ты что иша ешь, твом агойшан, тхум болтать дешь. Бюхум шаш майорил. Бичье самое настоящее, да? Так, продолжим, да. Продолжим. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Юде гасқи. Ош гасқши лейшуаш, да, гасқши лейшу. Гасқи лейяц уахойшан. Тхаам деш бош. Ночи халак беш бош куза, да, ночи сидойш бош. Ночи цебереш бош, да. Туамба нахцахил. Йоудайой, да, далойчан зана уахойшан. Тхо муджейч ду. Тхо хуниадинак ду. Шу умма яяц. Шу деле мостри, ночи қом мостри юшу. Итари шу. شو بالي إلا وجا نوتش غون تسيعين دينا شو باني عدات شو شايق حلغي يلق دات شايق غاسق شنت إبوال بيشيو برانش عيغيش دات تاعي التنيل برانش ليش ليلش دات Ну да ладно, Дион. Шалом, шалом, слава Украине, слава Ичкерии, героям слава. Все, Асан, русский теперь тебя приговорят окончательно. Знаешь, дело в том, что мне глубоко плевать, что там русские обо мне думают и что они со мной сделают. Мне глубоко плевать на всю эту фашню и на всю эту гибню. Так, мы, чеченцы, за справедливость, а Израиль в данном случае прав. Абсолютно верно. Рядом с чеченским флагом Василевс. Потому что такого ничтожества, как ты, я не увидел с ичкерийским флагом. Понимаешь? Поэтому я повесил рядом американский флаг. Так.
Нахьёцум, ждец, уахоши, шеш цабок алецак, унрибул, сын, шеш цак, эадедеш, сын, шейц гилк мелил, до шейц аум қиету мелгерта, чуболи, дец, қамилш деш, ца дица герч, дец, وشاش نغدلا غازخشن دو على اللت نغازخشن دو على الدوش ال دات بخدرش سن عمچا دلويچن عشل اعتا عش دات تخوا هوني عادينا بيرش بريتشو قاتش دول حيقل دوش دول بيرش عيغا ديش اش چقوش دات شو قنيلومش دات ويرنش سن دات امجواش وايغيتا دعدلو اللت غازخشي اللت دعدلو بيرش عددتي عيغيش دول دات واخويشن دات مجواش دي كيوك شريقش 40 شرينگ 50 شرينگ دول دات دعدلو بريتشو قاش دول يعليتشو قاش دول بيرش عددتي ليلتي غازخشي دات 50 60 70 قاتش مدوشو قندلنا دات دلز دينو غازوات شونسا ديز شونسا يز يلسمني دعدلو ليه دعدلو غازخشي لتلتي دات بيرش شو تسقيش دات Так. Почему каждый ваш заголовок критически радикален, о Григорий Полехов? Почему же критически радикален? Я говорю то, что думаю. А ваша фашня меня объявила радикалом, да, экстремистом меня объявила, понимаешь? Надо же соответствовать, а то ваша гибня какая-то, она вообще расслабилась, да? А где вот эти все салафии, там, шишани, мишани, да, и вся вот эта шушера, которую объявили экстремистами, террористами? Что-то я не вижу вас, да, что вас преследуют. Машуэль Аслам, все, кто против чеченцев, не чеченцы, а имитация на чеченцев, так называемые баушные товары. Yes! Они не спешат, они других хотят туда отправить. Абсолютно верно. Как человек может дожить до 30 лет, до 40 лет, до 50, до 60. Вон Молади Удугов сидит, пропаганду разгоняет на Кавказ-центре. Уже сколько? 70 лет уже, да? Уже все, уже там... Прямой путь уже туда нет, еще продолжает он молодежь нагнетать, подготавливать и так далее. Что же вы дожили до этого? Вы в рай не хотите? Вы не хотите гури увидеть быстрее, чем старых женщин видеть? Давайте гури быстрее. С чего же вы 18-летних детей отправляете? Посольство атаковать, другое что-то делать, а? Идите, сдохните быстрее, очистите чеченское общество, да, от вас, потому что вы никакой пользы не приносите, только провокаторы. Только провокаторы. Провокаторы самые настоящие. Не, я не называю вас радикалом, просто видно максимально крайность. Машуэль Аслан, шишани, пашани. Да. Бабук шишани, дуй делда. Так. Валейк салам. Валейк салам. Так. Так, да, вся агентура, как же им не нравится, да, как же им не нравится.
ощущение ждать. Мат-перемат у этих братьев мусульман, короче, которые работают на русню. У них мат и перемат, да. Так, свобода, дух моя здесь. Aslan İsrail'i тысячами бежде чахундмегхон. Дориме, во-первых, это неправда. То, что сейчас я переведу ты говоришь, что почему меня устраивает то, что Израиль убивает тысячи детей. Во-первых, меня это не устраивает. Меня это категорически не устраивает. И никогда я этого не говорил, что мне это устраивает, что меня это устраивает, и я этим доволен. Я наоборот говорю, если нарушают международное право и совершают преступления, военные преступления, то об этом нужно говорить. И нужно делать так, чтобы Израиль, который имеет законное право на защиту, защищался в рамках международного права. Об этом я всегда говорил. Но вы эти вещи упускаете из виду и говорите, что мне это нравится. Потому что вы лжецы. Понимаете? Вы лжецы. Если бы вы не были лжецами, вы бы так не говорили. Вы попробовали бы разобраться, что же Аслан такое говорит. Зачем же он на себя, весь гнев, негатив на себя он нагнетает. Я за то, чтобы Израиль жил спокойно и его никто не убивал. Так же, как Чеченская республика Ичкерия жила свободно и нас никто не убивал. Вот и все, что я настаиваю на этом, понимаешь? Подряд все веш банит мобилаш, Фри Ичкерия, Ребели, пожалуйста, всех подряд не баньте. Пусть пишут, пусть раскачивают, пусть они раскачивают ситуацию, давайте, заводите сюда своих этих адептов. Я еще раз и еще раз говорю, те, кто себя считает ваххабистом, салафистом, каратистом, еще что-то, если вы не служите русне, у меня к вам претензий нет. Если же ваше руководство, которое вам эту программу закладывает, вот к ним у меня претензии. Понимаете? К ним у меня претензии. У меня претензии к тем, кто против моего чеченского народа затевает разные вещи. Ну, сейчас мы уже перешли, вы меня уже подвели под это. Мы будем говорить... Мы будем говорить о том, что вот сейчас произошло в Берлине. 20 числа был задержан, 21 числа, 20 числа был задержан молодой человек, 18 лет пацану, 18 лет, ребенок, который еще даже не осознает, где он находится и что он делает. Он якобы готовился совершить нападение на посольство, израильское посольство в Берлине. Этот человек проживал в Бранденбурге. Это та земля, где вы, наверное, видели, кто видел, где меня приглашали на конференцию местные представители правоохранительных служб. И может быть это с этим и связано, что они его выбрали в качестве жертвы для того, чтобы его подставить. Может быть он вообще не чеченец, этот молодой человек. Я не знаю. Говорят, чеченец. Дело в том, что этот чеченец, если это чеченец, попытался совершить нападение, кто-то говорит с ножом, где-то говорит еще как-то, но потом, видимо, либо передумал, либо ехал за какими-то другими там вещами и пытался выехать из Германии и был задержан. У меня вопрос. 18-летний пацан. Почему он 18 лет, почему туда не идет 20-летний, 30-летний? 20-летний тоже пацан. 30-летний, 40-летний мужчина почему туда не идет? Почему вот так два волоса вот сюда вы свешиваете, 40-летние, одобряете, аплодируете, а сами вы не идете? Вы же больше пожили, 40 лет, что вам еще жить? 40 лет, 50 лет, ну идите, умрите тогда. Покажите пример, как вы умираете, да? Только не на мирных людей. И у меня еще один вопрос. Почему убивают 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия русские, а у вас претензии к евреям, к израильскому посольству? А? Знаете почему? Потому что вы не чеченцы.
вы служите России. Вы враги чеченского народа. Вот почему. Если бы вы были бы за чеченский народ, вас бы вот здесь это щемило бы, вам бы это было неприятно. Понимаете? Вам было бы неприятно, потому что ваш народ убивали. А вам плевать на ваш народ. Понимаете? Вам программу заложили. Ну, про молодежь я молчу. Это жертвы. Я считаю их жертвами. Потому что их обманывают. Их обманывают. Меня возмущают вот даже не те, которые, само собой, которые эти пропагандисты матерые, обученные, а взрослые мужчины сидят. 40-летние, 50-летние, там 60-летние, там, на евреи, враги, Израиль, враг, там, 3-е, 10-е. А почему вы про русских не говорите? Почему вы свою молодежь не учите? Что вот, смотрите, самое большое посольство в Европе, российское, в Берлине. Почему вы туда? Я не призываю туда идти. Это запрещает международное право вообще нападать на мирные объекты и на дипломатов. Они защищены в соответствии с международным правом и в том числе с нашими законами. Но если ты идешь это делать, то почему ты не идешь на российское? Что ногчи идут değil. Шукира ногчи догидут değil. Вот почему вы не идете. Шукира ногчи догидалари, охчат хажим айкалдалари, шо гасхшан дуал хирдар. شو فائز بين دعاء الخير در قيدي شو فائز بيشن دعاء الدولة ناخيات قيدي شو فائز بين تبوال بيش نادو شو غسخشن تبوال بيش نادو إدو أش ليلش ديك نوشي تخقام دوي أش شو غلوز دوي تردات قيدي شو بلتات ديش خو شو كومنتاريس ياجت اتانا كيلو يدات ارس عواتيخ يتانا تعالى قيباي دن دوش خيردو شو نوشي قام أشقي أسكر بلا دير دات унижать дирдать, бег дирдать. Ночи там развиваться дешь, да урду. Вот эта попытка атаки на израильское посольство связана с тем, что нас, чеченцев, хотят дискредитировать, хотят нас уничтожить. Этим занимаются вот эти блогеры, которые здесь в огромном количестве сидят, бороды отпустили и рассказывают нам про ислам, там, 3-10, что они там, у них борода это священное что-то. Но на самом деле, они самые абсолютно обычные балаболы и лицемеры. Понимаете? Вот чем занимаетесь. Если у вас не хватает мозгов это понять, то вам придется слышать от меня такие слова. Понимаете? Если у вас не хватает мозгов понять. Вот какие вот дела, да? Вы абсолютно вообще, вот комментарий, вот мусульмане, если бы вы были бы теми, за кого вы себя здесь под никами выдаете, вы бы не писали бы эти комментарии. Оскорбительные, абсолютно оскорбительные. Шо нахият бо ашук, шо гасхшан юах мели лаша, шо нахият. شو غاسقي ليو أشوق غاسقشان يوخ مليلك شو غاسقي ليو شيكابيك شو ويشوات شو مخيت شوات بو أشوق قيدي شو أش غاسقشان يوخ خايل ويقام خلق دين تسير كرشا دين واغوشيش شاش ناخر يوماتش داري شو никогда в жизни خيرياتشو ناخ أشتقشاوك وين خدنيان شو دعواقا دال مقاواقم شو قلور مواتي ديل أنخيتانس شو نيشو ديش شو إيلش غاسقشن تلوش تديسان تقوديني أنشوا شو دادولي تقولوش عديسان دوتوا شو شي غاسقشن يوخايل شو عيشو دات ناخ يوت ناخ دات Олаф أولا أزلوز دويتك أولا من آيات شو يعني آيات غاسقي لي يشو غاسق شان يوخي الجيزري يشو نغيات شو يعني آيات دين نقل شو وري دين دات شو كش وغل شوني أزبور دات غاسق شان يوخ ميليلك شي نوشي قوم سيميل دويختك نغيات شو نخيليات شو
خيريات شو تيعي خيريات ناخدات جيزريش اس ميريول دات شو نمعمات او شو لوزي ريودات بحاجل شاش ميريول جيزري غاسقي جيزري دات غاسقي نسكل شدوشو دات غاز غيزري دات جيزري مناياتش دات Так, давайте дальше, да. Чечения ж, боже, сколько лет прошло, Ичкерия подклад, как думаешь? Потому что русские оккупировали, потому что предатели есть, продались за деньги, да, раскша не ухкалил, нахьёцом шуй, ахчна шей нана юхкарил, шей да ухкарил, бюхом шуй, царь вай дуэхан, вай хам дуэхан, вай марш вай дуэхан, шей дуэхан. А он дуэхан райшун, вай шейхен, а тытна штир, даца иритан дел дуэхан, шейхен, а юй тытна шуй, тир, да ирит ешелир, ахир да царис, да. Так. Те, кто призывал идти воевать в рай, 72 года, а сами не хотят рай, все чеченцы излечились от этой чумы. Излучиться дармадицаш, хинцар дуляштек, хинц дуляш, дуцар юга сири да дакайк. Хинц ва юга туамба биез дат, хин шиичан дуал туамба биез, короче, юг ғасқш, да хажинчек, да ова биез дат, хинц ғасқи Путина, Трампина, да буа лақай, да, все, веже веллақай Путинин, да, қир Трампана Путин, да вахку елла дат. Хинц аваж нзанова, аваж метайо, шуар дат, шау пропагандист, шау ларакузай, гейзери, дат. Подними, поговорим то. У меня спину я себе надорвал, да, не могу я поднять. У меня, я больше чашки кофе поднять не могу, ничего, да. Так. Крепостные, да. Да. Ишт бетян мот хацага, тяг мот битяца биз, қич эгу, да. Ош кучуа шайша, тролль шу, да, а чу ехка. Ответ на вопрос, сколько лет Ичкерия оккупации, почему люди Ичкерии в Европе, что они делают освободить? И почему люди Ичкерии в Европе, что они делают освободить? Чеченный Шимборс. Чеченный Шимборс, ты лучше меня знаешь, что ничего не делают. Ничего не делают. شاشة شين هم دهار شيك بسو بقار ستسأل على عار تصوغان سيغ تصابي شو دي أشبه حجويت سقوس حوال عار يا كروتشي سي كروتشي تانا داليتشا سو ادويتشاني اهار بوش اشبوق ايدي اشبوق دات قوزا يوروبي حابيخ قنوشي ايدي اشبوق دات بجواش واخيات دات كيكريوش مجدي دات ما شاء الله بوش قميلش ديش دات تاك اديش باتق نوشي ايش دي اشبوق نوشي
Так, ассаламу алейкум, ассалам. Мое почтение, варила саваш цару адица бхармуате гиллака муала. Валейк салам, камес. Dion, that's Sen bharmuat sagaecho eter dersten, that's Zabiter Bulbich. Asna always nach yots nachayus. Han amel özde böşe mel khula dal at walderes khul dal mu özde. Aş tsadu titsvik that. Shudu isvik tsadu titsvik. Полный рост анти дацадолич дер шуду свик that. Эй, дедалой бой, that. Ассаламу алейкум. Аслан, федеральный министр по особым поручениям в своем интервью сказал, ты знаешь, о каком я интервью, возможность 18-летнего в кавычках чеченца, постановка мысли в стол. Алейкум ассалам. Эмилу и Цахасу Амилуиц, не зная, федеральный министр по особым поручениям, не Германия, а Гуйция, Шарене. И что важный момент, потому что Вольфганг Шобле. Освободилась, так, это надо посмотреть. На самом деле, издить дизой. Хауси шейна, أتانا أو نقدي أن تانا جوش هردو قالي لشتك شو أصازريتر شا سويت حوش بيرشا يدينا مشريك شا شون خا مخاي سوبرليلاش أرولغان شوبله إيوات أرولغان شوبله إيواج ولا جو شراني إز ولا министр внутренних дел ворис إز ولا أرولغان шобле إيواتس. Но смотрите, ночи. Селгана, ой, ночью мата, стримил ще надеется, но у нас сегодня на русском, буду на русском говорить, ладно. Вчера во время стрима на чеченском языке я много говорил на эту тему, и это очень важно. Они продолжают нас дискредитировать, они продолжают нас представлять радикалами, террористами какими-то. Это не просто так. Этот 18-летний пацан, которого 100% оболванили вот эти все мерзавцы, которые здесь мне пишут. Это тролли. Они в Чечне сидят, в Москве сидят, в Санкт-Петербурге сидят. Пишут там, здесь в Европе сидят. Они сидят, и главные у них евреи, враги, там, 3-10. Это они хотят отвлечь внимание. Обратите внимание, раньше были кафиры все враги. Все кафиры были. Нужно было отвлечь внимание. Затем стали врагами, теперь евреи стали, потом другие. Кого им Москва указывает, те у них врагами и становятся. Если мы не будем предпринимать меры, если мы не будем прямо, громко, открыто говорить о том, что нас хотят очернить, запачкать, мы дойдем до состояния, что «Вай гумайоч ты дарьяч будешь». Видишь что? Мадари твой гумайоч ты. Мадарит, мадицяг, ламадирцяг, молить, и умшхал молить. Вай куза дош долш, вай куза цеёлш, вай лерам больш, дадарит вай куза. Сун уеш дати, вай массана уеш той, газкшан юахкел, кутма, шуй ценца уешис. Кичан массана вай уеш тойс, газкшан юахкел, кутма, шуй шин сюемна. Шин сюемна, шей шисвам шей дельшена, шей научи хам духшвел, кутма, шуй гумма йоцум, шуй цен уж, чтобы мы были никто здесь. Дуашдо, чумайоч, барен шубош, да? Вай иш дешдуис, из вай дайт иш яц, ночи. Видишь что? Вай из сацу диез, вай эл диез, кайко диез из. Сун хасхит мачо, де на биомелдек сун куча яздеш аш бош, сун чу вала ардуч хена, ас ил сейн сатам гульш дуч дуасер. Шулар деш дуч дуас ночи. Шу сокиятта охумна, сокият قليلش دلهمنا. قيتا قيت اونيت دعوتا سيقونيت حوخ شو سو. شو دو ارقش ديبور دينا سوكيتش بياز دوش.
Sürekli telefonş, mayettaş, sun her üşer, sun kiyet üşer, sun deport yeşu, sun her hulş duboş. Hor dina şun kiyet yazış aşma usu. Ца хочу увальдать и комментарии yazış, и поддержки яш, моцого суншу. Ас шун кiyet yazış, уже по Европе, а виснит еш, саг моцависан. Şun et yaz, sosyali yazdı diyezi, beyren yazdı diyezi, polisi yazdı diyezi boş. Ha. Şey huk dadel çıkayna, şey dert mamuattar. İne da ölçültü aşağı безопасности думамуат. Ой, со ма олла sayna da oyna so çua içani ma ol so sinçe yol kunaal. Ой, бия деш мадукар, ой, инце кулш маюкар, ой, террорист деш мадукар. Почему у меня вопрос, почему, вот смотрите, активизацию вот этих всех мерзавцев, подхолопных, продажных, подхолопных мерзавцев, смотрите, почему за 300 тысяч убитых чеченцев за все это время ни один не сделал нападение на посольство российское? Потому что чеченцам это не нужно. Даже в этом случае, потому что незаконно это. Мы здесь просим убежища. Свободные, независимые чеченцы не хотят атаковать русских только лишь потому, что у нас здесь возможность их атаковать. Нет. Мы не потому, что боимся. Если мы боялись бы, мы здесь не сидели бы и не говорили бы навсегда, на всю историю, правду об этих русских фашистах. Мы бы не говорили бы. Мы не нарушаем закон, который мы заключили, договор со странами, куда мы оказались. Тогда возникает вопрос, почему мы атакуем израильское посольство? Почему мы призываем что-то сделать Израилю, там, Америке, Германии, Франции, Англии? Зачем мы это делаем? Потому что это делают провокаторы. Это делают российские провокаторы и те, кто им помогает. Мы долго говорили, мы много уговаривали, много разъясняли, объясняли, доказывали, там, расклады делали. Каждый божий день это делали. Но люди делают вид, что они, как будто мы у них что-то просим. Идете вы к чертовой матери, мы у вас что-то просим, вы нам не нужны. Мы вас будем полностью нафиг посылать. Понимаете? Нафиг вы нам не нужны. Если у тебя что-то случилось, то ты должен сам свою проблему решать. Никто, ты не должен эту проблему перекладывать на ребенка, на 18-летнего, на 16-летнего. Почему до сих пор эти пропагандисты, вон в Австрии сидят, здесь в Германии сидят, в Бельгии сидят, во Франции сидят. Почему они сидят и сами не делают? Потому что они работают на русских. И они обманывают молодежь, которая рассказывает, что нужно о чем угодно думать. Только не думайте, что нужно русским что-то делать. Только не думайте, что вам нужно свое государство защищать, свои национальные интересы, интересы своего народа. Кроме этого, все вам предлагается делать. Позор, позор. Иштумду, да, бань этих. Фричкерия, да, бань. Давайте об этом многом другом поговорим, друзья. Каждый, кто говорит за Израиль, банях, да, одно за одно, да. Давайте, след за русским кораблем, давай. Аслан, правильно, молодежь, думающий яц наблюдатель, потому что у нас нету антипропаганды, потому что мы не ведем работу, понимаете? Информационное поле полностью у них, понимаете, полностью, почти 100% им принадлежит, потому что они забивают эту программу. Сейчас, когда против Украины началось, украинцы, западные вот эти медиа быстро их заткнули. Хотя они еще есть везде, и в Украине есть, и здесь есть. Но уже начали аккуратно делать. А он против нас вообще никакой ведется работа без сопротивления, без какого-либо нашего сопротивления. Понимаете? Ты что-то начинаешь говорить, ты вот это, ты вот то, и вот тебя начинают песочить, разбирать, там про тебя, тебя дискредитировать. Поэтому вы иду аздуйцах ночи. Вы
Вы бердешь ду, вы сидоиш ду, вы цахум дадоич дат, вы ема ирадин, бараншсан, мадарэль, бараншсан, лоуз, дин, махкара массана дуадин, дайскисаной. Отзвать, ты дошел, ты аин, меткбити вы. Вы нормально, наду цивилизованно, кие там больше, наду вы, але вы меткбити вы, бой. И что? Фричкере, подряд вот этих всех, у них много-много, они меняют, когда ты их банишь, они меняют сразу ник и заходят с другого ника. Все, кто про Израиль, флаг, почему здесь висит, сразу подряд бань их, подряд, все. Подряд всех. Алейкум. Этого Тирюк поймали, когда хотел вылететь. Кто мог бы его готовить, как не Рашка? Совершенно верно. Вот у нас возникли закономерные вопросы. Если раньше все летели в Сирию, обратите внимание, теперь он летел в Сомали. Очень странно, да, что летел в Сомали. Кстати говоря, очень важно обратить внимание, что лица, находящиеся в Турции, также они вместе с русскими, турецкие спецслужбы и русские спецслужбы, вместе боролись с так называемым исламским терроризмом, который сами русские являются архитекторами, выдумали его, и мы, как полезные товарищи, давали себя использовать. И сейчас я замечаю, что турецкая агентура, чеченоговорящая, очень активно пытается нас представить антисемитами. Один из них случаев, племянник Маулади Удугова, который находится под турецким колпаком там в Турции, его племянник снимал синагогу, что-то там снимал, тоже засветилось там и так далее. Может, ему так легенду делали, что это такой борец с Израилем там и так далее. Может, легенду делать. Ничего, не посадили его, по-моему, дело закрыли. Доказать там ничего особо не смогли, потому что там, ну, кроме съемок, синагогу он снимал, или, я не знаю, посольство снимал, или школу еврейскую снимал, не помню. Но они ездили бородатые и снимали вот эти еврейские объекты. Для чего? Что же вы, воины Аллаха, не хватило мужества русские объекты снять? Мало вам было здесь русского дома, российского посольства, вы в упор не увидели, что ли, это? Воины Аллаха, да? И я обратил внимание, что в Турции находятся люди, которые нас хотят представить антисемитами. Это выгодно Турции, чтобы мы представлялись антисемитами. Потому что Турция хочет говорить от нашего имени, или агенты в Турции хотят от нашего имени. А мы должны быть бесправными, безропотными рабами, которые говорят, вот твой враг, ты должен на него говорить, что это враг. Все, тебе сказал он враг, все, вот тебе сура из Корана, вырванная, переиначенная, лживая, перевернутая. Вот ты должен вот так действовать. Вот таким вот образом нас оболванить хотят. У них ничего не получится, я ответственно заявляю. Мы все, что вот сегодня то, что мы делаем, до этого мы делаем, завтра то, что мы будем делать, это дает людям мысли для размышления. И это будет дальше. И это будет дальше, потому что люди просыпаются. Чеченцы, поймите, у нас нету никого на этой земле врагов, кроме Лубянки и Кремля, Русской империи. За последние 3,5 века у нас никто не был врагом. Да, им помогали, все это было и так далее. Но основная причина наших бед и проблем является Русская империя, Лубянка и Кремль. И вот вы, главное, из этого исходите. Все остальное само собой отстанет, если вы поймете, где является ваш враг. Как говорил Джохар Дудаев, нужно не по хвосту бить дракона, а по голове, который находится на Лубянке и в Кремле. Вот по голове нужно бить дракона, а не по заднице его, по хвосту его бить. Вот это мы должны запомнить раз и навсегда. Поэтому,
когда нам начинают сейчас рассказывать, что вот там мы должны там выступать против этих, против тех, знаете, это обман. Самый настоящий обман. И этого не будет больше. Этого не будет. Вот сколько набежало это шушера, да, сколько набежало. Это очень показательно, то, что они сейчас заходят и все это говорят. Потому что я сегодня разоблачил то, что они в Израиле, то они в посольство Израиля в Берлине, они то, что атаковали, что это за этим стоят российские спецслужбы. Я привел достаточно, и имея минимальный уровень информации, минимальную информацию из открытых источников, я сразу же сделал вывод, что за этим может стоять, потому что по-другому это быть не может. И дело в том, что в этом виноваты немецкие власти тоже, это мы тоже должны сказать. Потому что немецкие власти заигрывают с теми, кто связан с Русней, а нас, свободных чеченцев, полностью игнорируют. Им представляют, вот это радикал. Все, немецкие, это радикал. Им российские спецслужбы выкидывают, это радикал там, это туда-сюда. И все, и они идут за этим радикалом. У них здесь в мечетях стопроцентные КГБшники. Сейчас, я не знаю, раньше были. КГБшники все, ГРУшники, КГБшники там сидят, там радикалы представляют. Но это какие-то северокавказцы. Нет, это российские спецслужбы. И пока это не будет поборено, будут атаки и на синагоги, и на там, я не знаю, и на ярмарки, и там рождественские, и так далее, и так далее. Это должно прекратиться, в конце концов. Мы, голос чеченцев, мы, чеченцы здесь, в Европе, в Германии, мы ответственно заявляем, вот эти все мерзавцы, которые говорят, что мы там должны объявить джихад всему миру, это враги чеченского народа, это агенты российских спецслужб. Немецкие власти, французские власти, остальные, услышьте нас. Нам надоело, что за нас вы тут сидите, эксперты там что-то там пишут, там радикалы там куда-то уехали в Африку, оттуда уехали в Сирию, потом вернулись. Так это не чеченцы, это россияне. Будьте мужчинами, наберитесь храбрости и скажите, что это российские спецслужбы. Взрывают Дортмунд Боруссия, подкидывают записку, что это делает ИГИЛ. Выведите немедленно войска из там, Афганистана, откуда-то, из Ирака и так далее. Все, возбуждается дело по статье терроризм, ловится иракец, гражданин Ирака, бам его, каталажку. Потом ловят, спасибо правоохранительным органам, ловят нормального, настоящего террориста Сергея Винергольд из Челябинска, который связан с ЛНР. ЛНР, так называемой террористической бандой ЛНР. Ничего не происходит. Понимаете? Все, статья терроризм убирается. А почему убирается статья терроризм? Да он потому что хотел сыграть на акциях, там заработать хотел. Это обман. Это обман самый настоящий. Это террор против Германии. Это казус белли. Это объявление войны Германии. Нападение, попытка нападения на посольство Израиля в Берлине, это нападение России на посольство Израиля. Израиль это тоже должен прямо сказать. Давайте вернемся к израильтянам и евреям, которых на самом деле убивают, преследуют и так далее. Мы знаем, что, и это ни для кого не секрет, что Израиль имеет союзников Соединенные Штаты, в первую очередь Великобританию, и так далее, европейские страны, как демократическая страна, как страна, которая образовала этот Израиль, которая помогла образоваться этому Израилю. Все, зафиксировали. Есть сектор Газа, палестинская автономия и так далее. Все зафиксировали. За ним стоит Советский Союз. Всегда стоял, изначально его поддерживал и так далее. За сектором Газа, за вот этой палестинской с арабами Палестины, стоял в первую очередь всегда Советский Союз и Россия. И потом уже и Иран, и все остальные. У Ирана свои шиитские террористические банды, Хизбалла, Мизбалла,
а у русских были свои суннитские банды. Вот это хамасы, джихады, там, исламские джихады и всякая разная белиберда террористическая. Так вот, арабы всегда говорят, что за евреями стоят американцы. И люто ненавидят американцев. Люто призывают победить и американский империализм. Главный враг – это Америка и американский империализм. Евреи молчат. Евреи говорят, арабы виноваты, мусульмане виноваты. Арабы даже не говорят, мусульмане виноваты. Кто угодно виноват, только не русские. Как это так? Как это так? Если 7 октября, день рождения Путина, самый такой любимый почерк Путина, Политковскую 7 октября убивают, геноцид в Чечне 7 октября совершает, разные другие преступления совершает именно 7 октября. И тут заходит убивать 1200 человек. Просто за то, что они евреи. Причем они живут, помогают им, финансируют их, там, гуманитарку им посылают, заскакивают, убивают. И я убежден, что в этой операции принимали россияне еще участие. Оружие было российское там тоже. Сейчас как Россия переживает за то, что они не могут там ничего сделать, и эти войны, так называемые, не могут справиться с Израилем. И почему-то евреи молчат. Молчат и не говорят. Вот сейчас произошла атака. Произошла атака на попытка атаки на посольство Израиля. Я со всей ответственностью, меня же евреи смотрят, со всей ответственностью заявляю, евреи, вас атаковали русские. Посольство в Берлине атаковано русскими. Была попытка атаковать русскими. То 2 человека, которые были с этим 18-летним пацаном, скорее всего, они и есть его кураторы. Это обычно так делается. Обычно так я просто этим занимался, этими вопросами. Я работал в этой, я адвокатом работал, правозащитником работал. Я столько этих дел перевидал, что я уже сразу чувствую. Понимаете, я просто по основным внешним признакам могу уже определить 50%, как это уже, кто это за этим стоит. Понимаете? В основном это все делают российские спецслужбы. Зачем, когда сейчас идут переговоры, когда за одного еврея выдают 100-200 арабов, атаковать израильское посольство? Зачем? Объясните мне логику исламиста. Я не считаю их дураками. Абсолютно это не дураки. Там есть очень умные люди. Но вот объясните мне логику исламиста, не дурака. Сейчас идет обмен. Во время боевых действий никто на посольство не нападал. Когда Израиль сектор Газа просто равнял. Я это не одобряю. Но они должны были как защищаться. Это внутреннее израильское дело, я это считаю. Как арабы считали мое дело внутренним российским делом. Поэтому я так считаю. Но я не одобряю то, что делал Израиль. Ну и почему тогда это не сделали? Вот мой вопрос. Почему это не сделали? Подождали бы, пока всех арабов выпустят, а потом сделать. Нет, это делается сейчас. А почему сейчас это делается? Почему? Ответьте сами себе на этот вопрос. А это делается потому, что русским самое страшное, что сейчас евреи и арабы договорятся. Понимаете? Хамас, который там сидят разные, эти Шевченки, Мивченки, там разные, которые специалисты по Израилю там и так далее. Главные провокаторы. Гейдар Джемаль, вот сейчас есть Руслан Айсин, там есть Руслан Кутаев. Есть. Это все матерые просто антисемиты, и это специалисты в этой области. Так вот, им самое страшное, что договорятся, а они призывают, вон, Шевченки, Мивченки, Путин, говорит, это такие парни, они там смерти не боятся, они должны умереть. Да, они мечтают, чтобы арабы, вот все, кто там живет, собрались и воевали. Пускай их 1000 погибает, ну хотя бы одного еврея убьют. Пускай 10 тысяч, 10 евреев убьют. И главное, чтобы больше крови, больше злобы. А это же культивируется. Ведь то, что сейчас происходит в секторе Газа, это сегодня не закончится. Это будет через 20 лет, 30 лет, 50 лет, если это вот так будет продолжаться. Если постоянно будет это подпитываться. И сейчас, когда
идет договор об обмене, когда у арабов положение намного лучше, чем когда их сейчас Израиль стирал с лица земли в сектор Газе, кто-то идет и нападает на еврейское посольство. Какой же гениальный ход просто. Но это гениально для Патрушева, для ФСБ, для Путина. Но это никак не гениально для арабов, которые погибают. А арабы поняли, что Хамас, который совершил нападение 7 октября, Хамас совершил для провокации. Хамас уничтожил свой народ. Понимаете? Он подставил свой народ под эти бомбы, которые неминуемо бросятся. А для чего 80 лет Израиль вооружался? Чтобы заходили 1200 людей, просто вырезали. Да, ну ладно, тут Милай, мы больше не будем, давайте помиримся. Не будет так. Не будет так. 3 поколения, 4 поколения евреи, женщины, дети, мужчины, старики, бабушки служат армии, помогают армии для того, чтобы что? Чтобы 1200 человек убили и они замолчали? Этого никогда не произойдет. И это прекрасно понимали тот, кто это делал. Это была провокация против этих же арабов Палестины, совершенных террористами Хамас. Понимаете? И это нужно разъяснять. В Израиле третий язык русский. Есть израильский, еврейский язык есть, арабский язык, сейчас он уже не такой главный. И на третьем месте русский язык. Любой человек, у него бабушка где-то, тетя, дядя, там, ой, я еврей, я там справку сделал, ой, у меня там, я гиюр прошел. Вот сейчас новые блогеры появляются. Я смотрю такие блогеры, русские блогеры, которые, я вот прошел гиюр, я стал евреем, там и так далее. Ты только что был русским пропагандистом, перебежал сюда, сделал гиюр, теперь ты еврей. Все на законных основаниях, ты теперь еврей, и ты теперь говоришь за еврея. Да, ты очень много говоришь таких правильных вещей, а потом где-то раз и говоришь то, что нужно российской пропаганде. Но это же мы видим, это чисто мы над нами, это вся моя жизнь прошла вот под этими экспериментами русских. Мы не можем это не видеть и не говорить вам об этом. Поэтому эти вещи нужно видеть, этим нужно разобраться, на это нужно поставить точку. Хватит уже, хватит, сколько это может продолжаться. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Спасибо за подарки, друзья. Спасибо, Дмитрий, спасибо всем. Спасибо. Так. Спасибо, спасибо всем, спасибо, друзья. А был ли мальчик? Жители Дрездена сказали, что такой там не живет. Я в ТикТок это читал. Ну, нет, эта информация есть. Человек задержан, он сидит в тюрьме. Я разговаривал с людьми, которые занимаются этим вопросом. Он сидит, он арестован. Об этом писала Бильд. Хотя Бильд очень подозрительная газетенка, я вам скажу. Ну, уже здесь, кто здесь не подозрительный? Кто здесь уже не подозрительный? Слава богу, Deutsche Welle чуть-чуть почистила вот этих своих журналюг, и там вроде бы нормальные люди появляются. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Будем дальше наблюдать. Уэльган Шобле, что война русских против Ичкерии была не против исламских радикальных исламистов-террористов. Чеченцы воевали за свою независимость. Да, совершенно верно. Абсолютно так. Абсолютно. Давайте, друзья, тут много комментариев, я перемотал, поэтому... Жидо-чечены, говорит, нечистокровные, запаниковали, испугались, что Россия и США договорятся.
Слушайте, я сегодня назвал свой стрим «Путин победил Запад и будет управлять миром». Это был, конечно же, сарказм. Ничего близко того, о чем мечтаете вы, русские фашисты, этого не произойдет. Вы будете проводить теракты. Я об этом предупреждаю своих зрителей очень давно. Мы знаем, что вы будете. Это ваш конек. Вы только это и умеете делать. Вы будете совершать эти теракты. Но у вас ничего не получится. Вы много людей убьете, много крови проливете. Ну, ничего не добьетесь. Ваши методы уже известны. То, что я здесь рассказываю, это только верхушка айсберга. У нас есть специалисты, которые тома пишут на эту тему и знают прекрасно, что вы из себя представляете. Я просто пытаюсь до общественности донести вот то, что я знаю. А так, кому надо, здесь спецслужбы, люди, уже все прекрасно знают, кто вы такие, что вы способны сделать. Вы ничего не добьетесь. Ваша русня в течение этого года, следующего года, максимум 2-3 лет загнется окончательно. Окончательно. Ни с кем у вас, вы думаете, Трамп, Америка вам что-то там предложит, вас вытащит за руку из болота и так далее. Это обман. Обман. Ваш Путин сдает всю Россию. Вы это не можете не видеть. Я уже миллион раз уже с фактами вам привожу. Ваших военных Путин сдает, понимаете? Но вы продолжаете упорно биться об стену. Ничего у вас не получится. Понимаете? Ничего. Так. Свободно, говорит, выводит. Путин похоронит 50% россиянцев. Скорее всего, так и будет, Асланбек. Пока полностью все мужское население он не положит в могилу, он не успокоится. Наверное, так и будет. Последние потуги русских пропагандистов. Абсолютно свободный гражданин. Но мы должны, и вот людям, которые нас смотрят, пожалуйста, здесь в Германии, меня очень многие евреи знают. Мы многими общались. Кто меня смотрит, слышит, кто здесь в Германии, кто не в Германии, распространите информацию, о чем мы говорим. У меня написан на иврите текст написан, на английском, на немецком, на русском, в Фейсбуке есть, в Ютубе я выложу, что-то выложил на каком-то языке, X есть, я тоже выкладывал. Понимаете, что атака на посольство Израиля планировалась, осуществлялась 99% русскими спецслужбами. 99,99 русскими спецслужбами. Понимаете? Потому что быть иначе просто не может. Для них очень страшно, что мы, чеченцы, с евреями подружимся. Знаете почему? Один пример. У нас был ректор университета, Чеченского государственного нефтяного университета, Канкалик его была фамилия. Он был еврей. Его заместитель был чеченец. Его звали, по-моему, Беслан, этого чеченца. Ректор был он, а проректор был вот этот Беслан. Вот, короче, он его заместителем был. И он, вот этот Канкалик, пытался наш вопрос поднять на международный уровень. Он там пытался, договаривался о том, чтобы война у нас не началась и так далее. Подъехала машина, его похитили, Беслана убили, он оказал сопротивление, чеченца убили, и Канкалика похитили. И его убили. Потом Канкалика тоже убили. И для них самое страшное,
что вы, и мы, евреи и чеченцы, мы объединимся, что у нас будут общие какие-то возможности. Это будет очень убойная, очень гремучая смесь для них, понимаете? Они этого боятся. Есть евреи, которые этого не хотят, особенно есть русскоязычные евреи, которые там, как и кадыровцы, прям полностью за эту русню готовы впрягаться, понимаете? И вот эти вещи нужно донести, объяснить людям, понимаете, что мы вам не враги. Все, кто здесь пишет, в основном это тролли. Посмотрите, какая реакция у них. Какая реакция? Просто только лишь за то, что я разоблачил, что за этим стоит российские спецслужбы. Вот они набежали сюда и давай, вот их банят, затыкают их. И в ТикТок, и вот тут в YouTube. Вот кто следит за моим каналом, как здесь все происходит, вы же все прекрасно видите. Кто немножко может анализировать и представлять, что происходит. Понимаете? Дух бац, духа еще трольщу. Видишь, трольщу. Так. Ну, посмотрим. Попытка атаки на посольство Израиля. Я думаю, если нас евреи, Моссад, представители Израиля смотрят, здесь, в Европе, в Германии, если евреи смотрят, они же должны понимать. Мы достаточно объяснили. Я с удовольствием готов разговаривать с этим пацаном, с чеченцем. Я могу докопаться до истины, могу узнать, кто за ним стоит, с кем он связан. Это местные спецслужбы очень хорошо выяснят. Главное, в правильном направлении копать. Не какой-то там абстрактный какой-то исламский радикализм, терроризм там, и так далее. У этого исламского радикализма, терроризма есть свой архитектор. Это Лубянка, Кремль и ГРУ, Генеральный штаб России, Вооруженных сил фашистской России. Вот кто является архитектором. ФСБ является архитектором. Вот, и их вооруженные силы. Да, сколько вас тут, да? Спасибо, божественно, спасибо. Израиль похоронит Россию. На самом деле, если Израиль захотел бы, его возможности внутри России, очень много евреев, очень влиятельных евреев. Но посмотрим. Во главе исламского терроризма находятся российские спецслужбы. Абсолютно 100% истина. Архитектором международного исламского терроризма является террористическая банда ФСБ и Лубянка. Кремль, вот кто является. Абсолютно.
Мы тут адвоката ищем, евреи. С какой стати нам должны быть евреи враги? Абсолютно, конечно. Кстати говоря, евреи-адвокаты очень хорошие бывают. Обратите внимание, да. Так, ну смотрите, мы больше часа говорили про вот эту тему. Это очень важная тема. На самом деле им удалось меня зацепить, на самом деле, потому что вот этот, как инцидент произошел, я его изучаю, смотрю эти дни конкретно. И я думаю, что это в том числе и против нас, меня лично это сделано, нашей организации правозащитной и вообще чеченцев, которые здесь живут. И мне кажется, то, что он с Бранденбурга, это такой привет, такой передается, что этот парень, может быть, прописан был в Бранденбурге, а сам где-то откуда-то другого. Поэтому, может, сейчас возникают вопросы, был парень или не был парень. Но информация уже вброшена, что и так далее. Поэтому, может быть, вообще в темную человек использован. Вот эти разные сидят здесь, тролли. Я, например, что-то могу сказать там, поддержку Израиля. Они это вырезают. Помните, как они делали меня в могиле с американским и с израильским флагом, огонь. А я там говорю, там, Израиль, мы с тобой, там, помните, я там что-то сказал, они вырезали и распространяли это везде. И молодежь это задевает, это убивают там, и пропаганда, все же на русском языке происходит, понимаете? Все, пропаганда идет на русском языке. И других языков в основном молодежь не знает. И вот это все забрасывается в голову молодому человеку. И вот меня показывают. Смотрите, это враг мусульман, враг там такой сякой. Это же главный там защитник евреев, там 3-10. И молодежь, она пишет, вот вы их видите, что мне пишут, там в других местах они пишут, у них там группы есть, где они вот этих детей оболванивают, там это пропаганда. Антипропаганды нет, понимаете? Весь мир оставил нас с Россией и сказал, вот вы Россия, часть России. И вот мы теперь как юрисдикции под их контролем находимся. А нам ничего говорить нельзя, дома родственников пытают, убивают, там 3-10 и так далее. Ну и в итоге ответной реакции на их пропаганду нету. И молодежь сидит, смотрит и поддакивает кто-то. Да, вот какие плохие евреи. Вот. И потом показывают кадры, как бомбят, а там реально сектор Газа просто сравнен с землей просто. Там ничего нету. И там, главные там евреи, враги, там 3-10. И в этом случае они берут какого-то там пацана и готовят на такие вот акции, на это все используют. Поэтому эти вещи нужно доносить до людей, объяснять людям, пытаться им объяснить это. И в этом смысле нужно вести большую работу объемную. Но, к сожалению, ее не ведется. К сожалению, никому она не нужна. Не знаю почему, евреям не нужна. Нам она нужна, вот и евреям она бы, по идее, должна была бы, нужна быть. Но, к сожалению, не вижу я этой работы. Наоборот, я вижу антимусульманские какие-то выпады, какие-то вообще фашизм чистой воды просто, исламофобский я иногда вижу, да, ты смотришь, неужели человек это может говорить? Он вообще не понимает, что происходит, что ли? Причем здесь ислам, причем здесь чеченцы? Дело вообще в другом вообще, понимаете? Дело в КГБ, дело в ФСБ, ГРУ. И здесь, в Европе находятся люди, их ни каналы не закрывают, ничего. Они здесь ходят там, кричат там, на разные митинги ходят. Потом говорят, вот, ты знаешь, запрещают, говорит, ты смотри, запрещают в Америке и студентам выражать мнение. Да, конечно же, запрещают. Конечно, там свобода слова. Особенно это, когда россиянин какой-нибудь сидит, на русском языке нам рассказывает. Да, в Америке нет свободы слова, там, 3-10. Дело в том, что вот этим кретинам
и всем остальным, нужно понять, что дело здесь не в том, что сейчас эти студенты говорят против Израиля или там это и так далее, а дело в том, что это все уже подведено под то, что любое действие Израиля уже вызывает как будто это протест. А как же так, что Израилю отказывают в праве на существование? А как же так, что Израиль бомбят, Израиль 1200 человек убивают, за раз заходят? Это как бы уже не обращает внимания. Это то, что Хамас является врагом арабов Палестины. Вот об этом нужно кричать в первую очередь. Не это заступники, не заступники. И эти сами арабы Палестины, они оболванены этой пропагандой, 80-летней. И уже их не исправишь. Понимаете, если здесь нельзя какому-нибудь там 18-летнему идиоту объяснить что-то, то как можно объяснить людям, которые 3 поколения выросли в этой пропаганде? Понимаете? Он умрет с этой пропагандой. Вот такой вот ситуация. И все это делают российские спецслужбы. И вот тем, кто служит этим российским спецслужбам. Вот какая ситуация. Сегодня у тебя урожай, я смотрю, фричкерия. Они сразу ники меняют, заходят под другими никами. Давай этого тоже. Асад с Москвы может здесь использовать сирийцев. Конечно может, свою агентуру. Конечно может. Всех сирийцев, ну всех тоже нельзя сказать, но многих нужно бы отправить обратно. Сейчас Сирия освободилась. Пусть едут домой. Главные исламские террористы сидят в кабинетах в Лубянке. Совершенно верно, Асабек. Со времен Петра I до мозга и по сей день преданные потомцы работы говорящие будут всегда стоять палки колеса народу ночи. Да, да. Это вина родителей не объясняет, почему чеченцы оказались в Европе. Да, к сожалению, это тоже правда. Многие считают, что им нужно ездить домой, не нужно детям говорить про политику, потому что ребенок что-нибудь там выкинет или там какой-нибудь трюк выкинет. А это время проповедники российские, они вот этих детей подгоняют под это. Да, к сожалению, да. Русские спецслужбы способны рассчитать Германию изнутри. Очень много про русских Германии, начиная с русских до сирийцев и афганцев. Абсолютно, абсолютно точно. И ничего не делают немцы. Ничего не делают. Вот здесь открыто, здесь все они действуют, ходят, их никто не депортирует, не лишает гражданства, не сажает в тюрьмы, ничего. Меня здесь, в Германии, в России объявляют иноагентом, мою организацию экстремистской, меня самого там террористом, фашистом и все. Да? А здесь террористы гуляют свободно, все нормально. Пожалуйста. Свобода слова есть, нет свободы пропаганды. Это их излит. Биллион, говорит. Кстати, у нас такая же ерунда. Биллион. Биллионс.
у нас на России, говорит Биллионс, ненавидеть евреев, даже если нет ни одного знакомого еврея, но при этом главному еврею мира Иисусу молятся в церкви и его апостолам евреям. Во всем виноваты евреи, а в чем неизвестно. Такая же вот ерунда у нас происходит, я тебе скажу. Знаешь, еще я обратил внимание, когда служба в церкви идет, они там, когда рассказывают, говорят, как евреи говорят, рабе или равин как-то, реба, когда историю рассказывают про Иисуса, и рассказывают, как Ребе говорил. А если послушать евреи, они сегодня это же Ребе говорят. Да? Ты сидишь, слушаешь, да, весело. На днях сириец зарезал одного и ранил другого германца. Сказал, что хотел убить евреев. Да, было. Ну, я не знаю, сирийец он или нет. Да, было здесь нападение, но он не но это был не еврей, а какого-то испанца он там порезал. И сказал, что да, хотел там что-то против евреев сделать. Это делается специально, нагнетается. Поэтому мы должны, ночи, мы обязаны, нравится нам, не нравится нам, то, что вот Израиль там делает с сектором Газа, в любом случае, ну, никому это не нравится, но мы обязаны просто себя очищать от этой связи с антисемитизмом, вот с этими пробросами. Даже если нам не нравится то, что Израиль делает в секторе Газа, понимаете? Потому что нас хотят использовать, нас хотят дискредитировать, нас хотят стравить, нас хотят сделать людоедами. Нам представить евреев людоедами. Мы не должны на это поддаваться. Или что? Да, Дим, совершенно верно. А церковь чувахилля Божья, бля. А в случае выхода Чечни из состава России, они же должны вернуть все наши отобранные земли. Ну, во-первых, мы не входим в состав России, мы оккупированные. Деоккупация будет, правильно, если сказать, Савош. Правильно будет сказать, деоккупация. Ичкерии, они должны будут отдать нам наши земли. Наши земли, они огромные просто, огромные, которые вокруг все наши соседи заняли. И сейчас это не тема для обсуждения. Мы с нашими соседями разберемся, как положено, по закону, по нашим кавказским обычаям и правилам. Мы разберемся. Наша задача сейчас деоккупироваться, не с нашими соседями ругаться. Это как ругаться сейчас с евреями, с американцами. Специально кого-то нам постоянно подкидывают, на кого мы отвлеклись бы. Главный враг Русня, главный враг ФСБ, Лубянка, Кремль. Вот главный враг. Если мы будем стоять на этой позиции, тогда мы сможем решить наши проблемы. А так мы будем отвлекаться, там, наша земля, где не наша земля. Дерез Масар нахуй. Вы оккупированы так же, как страны Балтии были. Да, совершенно верно, Ян. Деколонизировать Русню нужно давно. Да, слабо вспомнить, что сегодня 3-я годовщина большого нападения России. Слабо вспомнить, что сегодня 3-я годовщина большого нападения России на Украину, а 20 февраля было 11 лет отжатия Крыма и Донбасса. В самом начале своего стрима я об этом сказал, но моя тема сегодня была переключена на Израиль, поэтому я, наверное, и название даже изменю своего сегодняшнего стрима.
И потому что мы сегодня все это время говорили про Израиль и про чечено-еврейские отношения. Тима, ты настоящий герой чеченского народа. Да, наверное, ты так думаешь, ты он. Так, друзья, я на этом сегодняшний свой стрим закончу. Завтра будет стрим у нас с Аядом Идиговым на чеченском языке. Ну и на русском будет. Заходите, задавайте вопросы. И мы вас всех любим, и я вас всех люблю. И все будет Ичкерия, да, Мула. Ам Израиль хай, слава Украине, God bless Америка. Все будет Ичкерия, да, Мула. Всего хорошего. Завтра в 19:00 по Берлину. Сейчас 18:30 по Берлину. А завтра это будет в 19:00 начнется. Всего самого хорошего, друзья. Адикёль, Маш, Оль. Спокойной ночи. Обнимаю по-братски, Дмитрий, и я вас тоже. Всех до единого. Адикёль, Маш, Оль.